факторы или тенденции, которые существуют в том или иной общине. Была позиция партии Кадима, которая в значительной степени унаследована вместе с инфраструктурой партии и ее электоратом партии Еш-Атид Яира Лапида, которая говорит о том, что вот израильских арабов трогать не надо, это совершенно отдельная тема, давайте не раскачивать лодку, а вот мы должны наполнить так называемые миксаот, то есть квоты. Наполнять эти квоты, вот мы должны в таком-то году достичь такого-то призыва ультраортодоксов, в следующем столько-то, потом и так далее и тому подобное. Если квоты будут заполняться, а договариваться по поводу квот мы должны не с армией, а с рабаним, с духовными лидерами и так далее, такой, как в русской общине сразу этот подход объявили законом о кантонистах имени Николая Первого. Ну, там по разнице, там 20 с лишним лет нужно было, 25 лет, это была дискуссия о том, сколько так, и так далее и тому подобное. Вот, и если же эти квоты наполняться не будут, тогда мы пошлем батальоны военной полиции в Нейбрак или в какие-то там Веляны, в другие города, и будем заполнять эти квоты силой, но лучше вот типа договориться. Это то, что предлагает Еш-Атид. И третий вариант? И третий вариант, то, что предлагал в свое время Ликуд, отказаться от индивидуальных санкций, как предлагала Кадима, теперь предлагает Еш-Атид, и пойти на коллективные санкции, то есть санкции одним самым раввинам и ешивам и так далее и тому подобное, отказаться от идеи всеобщего тотального призыва, но в самом Ликуде нет сегодня единой точки зрения. С точки зрения Еш-Атид у них прекрасный вариант продвинуть свою позицию, потому что Либерман со своим радикальным подходом, он сегодня часть правящего блока, практически правящей партии. Там нет единой позиции. И там нет понятной единой позиции, но зато можно получить весь тот кредит, о котором говорит Миша, который, конечно, невозможно ставить в упрек. Михаил, батальоны военной полиции в религиозных кварталах Меашарим, это то, что нужно еврейскому государству в 21 веке? Нет, не нужно, тем более, что абсолютно ни к чему не приведет. Эти батальоны будут уводить батальоны ультраортодоксов в тюрьмы, которые с удовольствием туда пойдут, потому что они будут страдать, убеждены, что они страдают за веру. То, что делали их деды, прадеды и так далее. Вот у них будет такая убежденность. Поэтому ни к чему это не приведет. А как считают в окружении Лапида, они-то хотят общий призыв для всех? Понимаете, общий призыв для всех хотят многие. И все это идет под лозунгом того, что справедливость для всех. Все по справедливости. Но дело в том, что выводы вот этой комиссии, которые должны лечь в основу, в том или ином виде, не имеет сейчас значения, в основу закона, они все равно далеки от этой пресловутой всеобщей справедливости. Потому что одни все равно будут призываться 18 лет, я имею в виду светские граждане, а другие 21. Арабский сектор вообще остается за бортом. Кому-то будет предъявляться индивидуальный какой-то подход, а к другому общий подход. И так далее. Поэтому от всеобщей справедливости все равно далеко. И тут, наверное, нужно признать одну простую вещь, что всеобщей справедливости в нашей стране в данной ситуации невозможно. Хорошо, тогда почему угрожает разлом коалиции, например, Еш-Атид? Для чего развалить коалицию, чтобы была что? Чтобы была коалиция с религиозными партиями, ШАС и Ядут АТОРА? Смотрите, я предполагаю, рискну предположить, потому что у вас в эфире был Развозов, наверное, он отвечал на этот вопрос более точно. Я рискну предположить, что они исходят из того, Еш-Атид, что нужно один раз переломить ситуацию. Потому что вечные отсрочки о том, что вот сейчас не время, а давайте сейчас найдем какой-то компромисс, они могут длиться до скончания века и ни к чему не приведут. Один раз ситуацию нужно переломить. Либо, ведь дело даже не в том, что пойдут ли эти люди в армию. Дело в том, что выйдут ли они потом на рынок труда. Вот что самое главное. Это удастся переломить, на ваш взгляд? Я думаю, что в данном случае речь идет не о том, чтобы один раз переломить ситуацию, а переломить ее во второй раз. Первый раз он уже, как мы знаем, ситуацию переломил. Он заставил Нетаньяху сформировать коалицию в том составе, которая Нафтали Беннету и Лапиду, которая была удобна ему. Ему кажется, что выиграв один раз, он вполне может выиграть и второй раз. Понятно, что целью Лапида не является развалить коалицию. Тут комментаторы уже обратили внимание сегодня, да, что хотя он употребляет, может быть, намеренно какие-то жесткие фразы и выражения. Он говорит не о выходе из коалиции, а о развале коалиции. Но для того, чтобы развалить коалицию, ему нужно выйти со своим братьем-близнецом. Это очень важное замечание. С Нафтали Беннетом. Поэтому готов ли Нафтали Беннет, у которого значительная часть электората все-таки на уровне семейных, личных, идеологических связей очень тесно сопряжена с ультраортодоксами, это большой-большой вопрос. Поэтому мой вывод из ситуации, это скорее такая тяжелая, идеологически обоснованная и важная для него угроза, но не желание выйти в коалицию с одними издержками без пока что каких-то политических визитов. Доктор Зефхани, ну у нас закончилось время, Михаил Горин. Мы еще не раз поговорим про эту тему. Большое вам спасибо за участие в нашей программе. После рекламы, почему армия не разрешает жителям Иудеи и Самарии защищать себя при помощи личного оружия?